Добрый вечер. Рядом со мной основатель продюсерского центра студия SDA и победитель конкурса «Голос Евразии». Сейчас мы спросим, как себя чувствует победитель, что в его жизни начало меняться после конкурса. Добрый вечер. Здравствуйте. Меняется уже все. Благодаря продюсерскому центру SDA мы уже обсудили будущие планы, будущие проекты, будущие концерты. Я думаю, у нас все получится. И я думаю, я в надежных руках, когда во главе продюсерского центра стоят такие мощные организаторы. Я думаю, у нас все получится и все осуществимо, то, что мы задумали. Алмаз, скажите, пожалуйста, какой главный приз вы получили? Я знаю, что это был сертификат. На какую сумму? Хочешь сказать, на 2 миллиона? Ну, пока на 200 тысяч рублей. Я думаю, это тоже неплохое начало. Эта сумма... про эту сумму, про продвижение, я думаю, расскажут сами продюсеры. Сертификат на 200 тысяч рублей – это гран-при конкурса «Голос Евразии», коим обладателем я являюсь. Поэтому очень приятная награда и достойного. Алмаз, эти 200 тысяч вам в будущем принесут 2 миллиона. Это старт, и вам есть к чему стремиться. 2 миллиона заработаете сами. Вместе. Да, вместе заработаем. Да, действительно, нами была такая задумка, скажем так, да, чтобы тот человек, который стремился к нам и все-таки хотел очень сильно победить, он должен не просто победить, он должен дальше уже приносить прежде всего себе плоды, а потом плоды нам. А как же это сделать? Конечно, продвигать его. А на сегодняшнем рынке, Светлана, согласитесь, продвигать можно только вот таким образом. 200 тысяч рублей – это на продвижение. То есть я вам, если конкретно скажу, уже завтра, сегодня заключили договор, а завтра мы записываем первую песню. Договорились с хорошей студией, действительно профессиональной, я в этом уверена. И, мне кажется, для студии тоже будет интересно с нами поработать, потому что с самим победителем работают. Ну и дальше у нас уже идут другие планы, не только запись одной песни. Запись уже идет авторской песни. Если первая песня говорит о том, что он будет представлять нас в Сочи с действительно шикарным гимном и Болгарии, а следующая уже авторская, которая называется «Мама», да, «Мама». Вот. И, как он говорит, эта песня будет просто, он выстрелит на этом шоу-бизнесе, да, будем надеяться. И вот сейчас не даст соврать генеральный продюсер, он свое мнение скажет. Да, у нас глобальный план с Алмазом, и тем более мы любой человек, вообще, знаете, тренер или вообще я сравню, тренером, да, он всегда ищет хорошего спортсмена. И если продюсер именно по вокалу или по танцу, да, они ищут тоже настоящего вокалиста, да. И мы действительно в течение 5 лет мы проводили несколькократно, да, вокальные конкурсы. Но этот раз мы масштабировались, и видите, какие-то таланты, вы были свидетелем, правильно? И у нас есть планы огромнейшие. Почему? Потому что вы видите, мы серьезно относимся с понедельника, то есть с 3 мая мы начинаем уже записывать ему. Это первый этап. Повторно, в дальнейшем мы будем записывать другие песни, и к нему и клипы будем. То есть уже предварительно уже есть сценарий, предварительно есть определенные актеры, очень знаменитые. И будет очень вам интересно смотреть за нами, следить. Очень интересно будет. И думаем, даже мы с ним уже планы разрабатываем, сметы считаем уже на осень сольный концерт. Я думаю, он был намерен, что здесь в России обосноваться,
и продвигаться. А у нас был план, чтобы найти главного этот таланта, чтобы с нами он работал. Вот так и получается, что как раз и у нас это совпадает, и наши направления, цели и задачи. Алмаз, дайте, пожалуйста, пожелания, какие-то наставления новым участникам нового конкурса, потому что нам Дана сказала, скоро будет еще один конкурс. Вот что вы советуете им, и, может быть, какие-то предостережения есть у вас для них? Ну, я советую всегда верить в себя, верить в Бога и всегда идти вперед. И где-то тебе 1001-я дверь обязательно откроется. Спасибо вам большое. Спасибо за интервью.